Полиция Сыктывкара продолжает проверку по факту столкновения в магазине подростка с 89-летней женщиной. От сильного удара она получила тяжелую травму, сейчас прикована к постели. Пострадавшая вдова известного коми-писателя Геннадия Юшкова. Грозит ли наказание виновному и как теперь складывается жизнь семьи писателя? В материале Ольги Коняевой. Еще недавно Галина Юшкова жила самостоятельно и не нуждалась в постоянной помощи, несмотря на свои 89. Но сегодня вдова известного коми-писателя прикована к постели. 3 февраля в одном из торговых центров Сыктывкара ее сбили с ног подростки. От удара она упала, получила травмы и оказалась в больнице. Молодой человек открывает дверь с улицы и дико совершенно толкает меня 2 руками. Я упала, и больше я ничего не помню. Я когда пришла в себя, возле меня стояла скорая помощь. Они сделали мне укол обезболивающий. Там пространство небольшое, я довольно широкая. И он просто-напросто топал по мне к следующей двери, насколько я понимаю. Потому что у меня весь бок, левый бок, был абсолютно синий. Там был сплошной синяк. Произошедшее зафиксировала система видеонаблюдения. Вот Галина Юшкова уже подходит к двери, но ее буквально вталкивает обратно молодой человек. Подростки пробегают, не обращая внимания на упавшего человека. Видно, что помощь оказывают другие люди. Школьника нашла полиция. Через день это семиклассник из обычной семьи. Известно, что на учете раньше не состоял. Проверка продолжается. Сейчас полиция ждет заключения судмедэксперта. Нам необходимо установить тяжесть телесных повреждений, которые она получила, для того, чтобы квалифицировать их действия. Подросткам по 13 лет, и поэтому сейчас, когда будет у нас известно, какие телесные повреждения, их тяжесть установлена, будет уже в соответствии с этим принято решение о привлечении их к той или иной ответственности. Смотря какая статья будет в определенной части, и будет ответственность, но на сегодняшний день мы понимаем о том, что ответственность они в связи с недостижением уголовно ответственного возраста они не понесут в полной мере по Уголовному кодексу. Потерпевшая сторона, отмечают в полиции, может заявить иски в административном и в гражданском производстве на компенсацию затрат на лечение и реабилитацию. У Галины Юшковой диагностировали перелом шейки бедра. Нужна замена сустава. А после операции предстоит длительное восстановление. Такая травма может обернуться инвалидностью. Риск какой? Что там вот эти вот несросшиеся ткани, которые в этом возрасте... Причем мне хирурги сказали, что ни в каком возрасте этот перелом сам не срастается. Ни в каком виде. Поэтому он может, ткани вокруг могут быть некрозированы. То есть там будет некроз, будут боли, потом будет гангрена. И, надеюсь, мама нас, слава богу, не слышит, что тогда в этой ситуации уже не под операцию она не попадает, она попадает только под ампутацию всей ноги. Вот. Поэтому нужно оперировать как можно быстрее, и мы, конечно, будем потом просить любой помощи, в том числе я буду уходить на Минздрав и на правительство республики, чтобы нам как-то помогли прооперироваться достаточно быстро. Галина Юшкова занималась дачей, писала книги. В этом году вся семья готовилась к знаменательному событию. Писателю, поэту, драматургу Геннадию Юшкову в марте исполнится 90 лет со дня рождения. Теперь юбилей мужа вдова встретит на больничной койке. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, Роман Боровиков, телеканал Юрган.